И мой плейлист сейчас формируется из в основном песен Ильхама Шакирова, Хайдара Бикчева, Зухры Сахабиевой, Рената Ибрагимова, прочего золотого фонда. Классиков, можно сказать. Да, я называю это золотым фондом татарской эстрады. И, нельзя к нему вернуться. Это можно использовать как один из эталонов качества. Nişeme eridi, eğlendi ulparga. Biz hamon elekki, hamon da biz yarlar. Bizning imin bilan hishana tugildi. Birishgan derga ko'pmi yash tugildi. Айсылу Лерон, телерадиоведущая. Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель. Беседует с генеральным продюсером фестиваля «Таткультфест» Ильясом Гафаровым. В конце лета отгремел Таткультфест. Как все прошло? Публика нас очень обрадовала, несмотря на не самую лучшую погоду. Пришло больше людей, чем в прошлом году. Более 38 тысяч человек посетило в этом году наш фестиваль. И это только 30 августа. Мы еще не считали образовательную сессию 28-29 августа и автопати 31 августа. Артисты выступили также хорошо. Мы очень рады, что, несмотря на то, что рынок татарской музыки достаточно маленький, нам удается из года в год находить новые имена, новые интересные проекты, независимые. Это электронная музыка, рок-музыка или поп-музыка. Молодые ребята пробуют себя в разных жанрах, и мы стараемся поддерживать наиболее упорных, наиболее интересных независимых музыкантов. И таким образом наша площадка становится для некоторых первой ступенью, первым этапом к большой сцене, чему мы очень рады. Ильяс Гафаров – легенда альтернативной музыкальной сцены Татарстана. Участник группы «Иттифак», основатель лейбла «Ями Мьюзик», музыкальный продюсер республиканской акции «Минтатарща Селишем». Генеральный продюсер фестиваля «Таткультфест» Ильяс открывает, поддерживает и продвигает татароязычные музыкальные проекты всеми доступными способами. В чем вот идея фестиваля? Вот какой смысл вы вкладываете? Идея в том числе и в актуализации нашего татарстанского продукта, в частности музыкального, театрального, дизайнерского. Вот на вас сейчас продукция татарских дизайнеров. Актуализация современного изобразительного искусства Татарстана. Приставка «тат» — это Татарстан или татарское? Что вот имеется в виду? Мы стараемся провести параллель между татарстанским и татарским. Здесь это можно рассматривать как линию координат. Допустим, татарская — это одна из сторон, а татарстанская — другая из сторон. То есть татарстанская — это географическая, а татарская — это национальная. И мы стараемся сохранять этот баланс на нашем фестивале. То есть у нас выступали артисты, которые, допустим, пишут песни на 50% на татарском, на 50% на русском. Такое тоже имеет место быть у нас в Татарстане. Поэтому, в Татарстане имеет место быть и удмуртский? Да, мы, кстати, очень хорошо общаемся с представителями альтернативной сцены Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Мариэл, потому что самобытность в музыке, самобытность в искусстве становится основным трендом последних лет. В нашем случае это особенно актуально, потому что именно через самобытность мы можем выразить себя. Но
Ну смотри, получается так, что ниша татарская, она свободная, например, рок, да, не так много людей поют рок на татарском, не так много людей поют рэп на татарском. И то есть, читают, да. И вот ты, получается, такой, давай-ка вот это вот панк, пока нет панка, давай-ка я буду панком первым татарским. И все, и ты начинаешь, и ты сразу звезда. Ты еще ничего не сделал, но ты Нет, сразу... это так не работает. Ты не можешь стать сразу звездой. Ну, ощущение складывается такое, потому что я слышу у многих акцент, то есть они не говорят чисто, да. Я мозгами понимаю, что они сначала написали текст на русском, а потом перевели. Это прям четко чувствуется в некоторых, да. На самом деле нет. Вот изучая опыт там, большинства наших артистов, у них есть возможность писать на русском и выпускать песни на русском, но им это не интересно, потому что на русском такого продукта много, и они не знают, что нового сказать. Они не переводят, они пишут на татарском изначально, просто в силу своего владения языком. Вот яркий пример — Аскар Юнусов из группы Гауга. То есть он долгое время, живя у себя в Бирске, он пробовал писать на русском. И только тогда, когда у него получилась первая песня на татарском, он пришел к нам и сказал, что он хочет с ними выступать. Гауга, еще кто сотрудничает с лейблом? Сколько? Есть, ну вот в этом году выстрелила звезда Назыма под брендом «Усал». Ну, то есть артисты без лейбла вообще никак, да? Нет, почему? Это каждый выбирает сам. Почему они тянутся к вам вот сейчас? Ну, это взаимное притяжение, наверное, потому что и мы со своей стороны проявляем инициативу и помогаем некоторым молодым командам, даже не ассоциирующим себя с нашим лейблом, просто потому что так получается, что если мы не будем заниматься этой сценой, то никто не будет заниматься, она останется это чисто такой энтузиазм, что ли, да, получается? Нет никакого финансового интереса? Нет, финансовый интерес, он есть, конечно, но в он чем появляется вот только после того, как артисты и сцена сама по себе выйдут на новый конкурентоспособный уровень. Далеко ли твой телефон, я не знаю, на память, вот в плейлисте, какие у тебя треки? Прям и западные, и татарские, если есть, конечно. Просто у меня, например, плейлист не менялся с 2000 там, каких-то годов, у меня «Иттифак», например, есть даже в моем плейлисте, да, периодически он попадает, я начинаю его петь. А у меня вообще сейчас такой период, когда я не слушаю музыку с телефона, я приобрел себе виниловый проигрыватель и слушаю татарскую музыку на пластинках. И мой плейлист сейчас формируется из, в основном, песен Ильхама Шакирова, Хайдара Бикчева, Зухры Сахабиевой, Рената Ибрагимова, прочего золотого фонда. Классиков, можно сказать. Да, я называю это золотым фондом татарской эстрады. И, нельзя к нему вернуться? Это можно использовать как один из эталонов качества и ориентиров для современной поп-музыки. Мы вот как раз говорили про классиков, да? А если говорить про классиков альтернативной музыки, мне кажется, вот по моему вкусу, это был как раз-таки группа «Иттифак», «Алканат», «Мубай». Вот это вот какое-то действительно золотое время. Да, это сейчас модно говорить. Сейчас как будто не дотягивает до этого. В то время тоже много было возмущений. Говорили, что рок не свойственен татарскому народу, рэп не свойственен татарскому языку. И каждое последующее поколение будет ностальгировать по той музыке, на которой он, допустим, вырос и которая ему запомнилась.
Gel, yanıp durgan yürek qatmay, bolmay, kun sayin bayram oңла. Bizning quyoshli kunlar olda, bir nigatda qarama, shon kirpilar qo'shmi jiloqlarga. Ильяс, почему ты работаешь в Казани? Почему ты не уезжаешь? Аудитория, с которой мы работаем, она живет в Казани, в Татарстане и в близлежащих городах. То есть у тебя нет мысли, да? А возможность есть, например, где-то в каком-то другом? Ну, у меня есть коллеги, которые легко переехали в Москву, но их работа не была так тесно связана с татарской культурой. А мы из года в год все глубже и глубже погружаемся во все это, и с каждым годом все более невозможно представить свою жизнь без Казани, без Татарстана. Дальнейшие твои проекты какие и куда ты видишь что движение вот этого всего? Ну, во-первых, мы продолжаем программу «Таткульт» в формате серии мероприятий. И первым из этих мероприятий будет музыкальная лаборатория во второй половине октября. Принять участие в лаборатории может каждый, кто заполнит анкету на нашем сайте или в наших социальных сетях. И в этом году будет беспрецедентный набор экспертов, как и теоретической части, так и практической части. Также после музыкальной лаборатории в этом году мы планируем еще и медиалабораторию, на которую может подать заявку любой желающий. И мы надеемся завершить год на такой вот оптимистичной ноте, подарив нашим зрителям и слушателям множество новых интересных проектов. И надеемся войти в следующий год с новыми именами, новыми силами и новой энергией.